Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, посланник Аллаха, всем людям говорил, что принять ислам – это верить, что нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник его. Это совершать молитву, давать закят, поститься в месяц Рамадан, совершать паломничество, хадж в Мекку, к тому, кто в состоянии его совершить. Хадж совершают миллионы людей со всех континентов мира. Поток паломников в Мекку растет и будет расти. Хадж совершают здоровые и честные люди, поэтому очень важно, чтобы паломники возвращались домой в хорошем физическом состоянии и с чистой душой, где дома ждут их с надеждой родные. Поистине, судьбой распоряжается Всевышний. Аллах велик. Для успешного совершения хаджа необходимо заранее и правильно готовиться к нему физически и морально. Аллах любит здоровых, чистых, честных и правильных. Поклоняйтесь Аллаху. Религия ислам – это религия мира, добра, равенства, справедливости. Пророк говорит, алейхиссалату вассалам, в достоверном хадисе: «Буния аль-ислам аля хамсин». Религия ислам основывается на 5 столпах. И 5-й столб – это совершение хаджа. Кто имеет возможность для этого, чтобы поехать в хадж и вернуться, и он должен иметь возможность обеспечить семью до своего приезда. В этом случае хадж для него становится фарзом, обязательным действием. Всевышний говорит в Коране: «Бисмиллахи рахмани рахим. Валиллахи аля нас хиджуль байт ман истатаа илейхи сабилан». Мусульмане должны совершать хадж ради Аллаха, кто имеет на это возможность. Мусульманин, намеревающийся совершить хадж, должен сделать таубу, покаяться перед Всевышним, сожалеть об содеянных грехах. Мусульманин, намеревающийся совершить хадж, также должен попросить прощения у соседей, у родителей, у друзей. Если он кого-то обидел, у него он должен попросить прощения. Если на нем имеются долги, если у него есть возможность, он должен вернуть долг. Если нет возможности вернуть долг, то он должен спросить у него разрешение для поездки в хадж. Ислам – это всемирная религия, которую Аллах ниспослал всем людям. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, посланник Аллаха. Аллах призывает всех мусульман быть покорными Его и посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам. Предписано верующим совершать молитву 5 раз в день. Она оберегает приверженца ислама от распутства и гнева Аллаха. Он приобретает благодаря молитве душевный покой, приносящий ему счастье в этой и загробной жизни. Аллах предписал мусульманину чистоту тела, одежды и места для молитвы, чтобы очистить свое тело от материального осквернения и свое сердце от моральной скверны. Хадж приобретает великую популярность у народов мира, и мусульманин, совершивший паломничество, очищает себя и становится благородным. Из года в год увеличивается количество паломников. Поистине, первый дом, который установлен для людей, тот, который в Мекке, благословенным и в руководство для миров. Там ясные знамения, место Ибрагима, и тот, кто вошел в него, безопасен. А у Аллаха на людях обязательство хаджа к дому для тех, кто в состоянии совершить путь к нему. Хадж совершается в Святую Мекку обязательно хотя бы один раз в жизни и является одним из важнейших обрядов мусульман. Пророк Мухаммад считал особенно важным паломничество на поклонение Каабе, храму, построенному по повелению Божью для поклонения истинному, единому Аллаху. Хадж преследует самые благородные цели. Во-первых,
Паломники служат Аллаху душой, телом, имуществом. Во-вторых, во время паломничества собираются мусульмане со всего мира в одном месте. Они носят одинаковую одежду, и все служат Аллаху одновременно. Нет разницы между руководителями и подчиненными, бедными и богатыми, белыми и черными. Все рабы Аллаха, все стремятся к единению, солидарности. В-третьих, приверженцы ислама говорят о судном дне, готовятся к нему. Все вместе они совершают шествие вокруг Каабы, которое Аллах приказал обращаться лицом во время молитвы. Стоят в определенное время в определенных местах – Арафат, Муздалифа и Мина. В то же время они поклоняются не Каабе и другим священным местам, а только единому Аллаху. Паломничество Аллах приказал совершать в своем священном Коране. О том же говорится и в Суне его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. В Коране говорится: «А у Аллаха на людях обязательство хаджа к дому для тех, кто в состоянии совершить путь к нему, а кто не верует, то ведь Аллах богат, превыше миров». Мусульманин также должен совершать малое паломничество умра раз в жизни во время хаджа или в любое другое время. Может посетить в Медине мечеть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, и сказать с почтением, тихим голосом: «Ассалам алейкум», посланник Аллаха, и тут же уйти. Также делали сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Посещение мусульманских могил включает приветствие покойников, просьбу о милости, обращенную к Аллаху, напоминание о смерти и судном дне. Накануне месяца Зуль-Хиджа, одного из 12 месяцев исламского лунного календаря, 8 и 12 числа, практически со всех концов мира мусульмане направляются в священную Мекку, к храму Каабе, чтобы совершить хадж. В 10-й год хиджры 632 года пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, совершил свое первое и единственное паломничество в Мекку. Это паломничество пророка получило название прощального. По шариатским законам требуются следующие условия, при которых хадж может быть совершен. Это совершеннолетие, полное присутствие разума, достаточно средств, по крайней мере, к пропитанию себя во время пути и оставшейся дома семьи. Здоровье, нездоровые хадж не отправляются. Главное – безопасность пути. Время. Предписывается иметь достаточно времени и начать хадж заблаговременно с тем, чтобы в начале месяца Зуль-Хиджа быть в состоянии приступить к исполнению обрядов, требуемых во время хаджа. Паломник берет с собой только честно заработанные деньги. В противном случае паломничество не принимается Всевышним Аллахом. Один из хадисов гласит: посланник Аллаха говорил: «Мясо, добытое незаконным путем, предпочтительнее выбросить в огонь». Паломник выбирает в попутчики богобоязненных и верующих мусульман. Мусульманин, желающий предпринять паломничество в Мекку, должен до отправления устроить все домашние дела, то есть обеспечить надлежащим образом пропитание семьи своей и всего дома, привести в порядок дела по имуществу, по частным и общественным делам, расплатиться с должниками, устроить дела таким образом, чтобы во время отсутствия не могло возникнуть ни споров, ни недоумения по ним. Во время пути по прибытии на ночлег и при каждой остановке на отдых паломник обязан исполнить несколько рукьятов и прочитать молитвы. Во время всего путешествия советуется мусульманину быть щедрым и сострадательным, милостливым и ласковым каждому и удерживаться от всяких споров и ссор. И приходить в той одежде, не снимая с тела, не очищая себя ни от каких нечистот, до Мекки, до облачения же в ихрам. Необходимое совершение полного омовения, но брить голову и лица не дозволено до окончания всего паломничества. Ихрам для мужчин состоит из 2 целых кусков белой ткани, которые паломник оборачивает вокруг всего тела, не закрывая головы. Ихрам же для женщины тоже из белой ткани, но шитой. Это просторная, не облегающая и закрывающая тело одежда. Ихрам для женщин на лице и на руках, не сшитой ткани, например, накидка на голову. Присутствием мужчин женщины должны закрывать лицо накидкой, так, как это делали матери и жены сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Паломник, надев ихрам, с добрым намерением в сердце совершает малое паломничество, произнося: «Вот я перед Аллахом, для малого паломничества, вот я перед тобой». Когда-то для меня тоже была мечта такая. Когда-нибудь
поехать в хадж. И такая возможность мне представилась благодаря Ахмад Хаджу Кадиру, ради Аллаху анху. В 2003 году мне довелось побывать в Мекке. И это без преувеличения, это было воплощение мечты в реальность. Первые такие чувства, когда приехали в Мекку, душа замерла, ничего так не сказать не мог, ни о чем о другом думать не мог. Я только смотрел, и то мы не заходили еще, мы стояли снаружи, смотрели. И как-то кто-то сказал мне: дуа сделай, вот тогда только я очнулся. Дуа сделали, и мы вошли в Масджидуль Харам, вовнутрь. Необходимые обряды совершили. После этого поехали в Медину, к могиле пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И чем ближе мы подходили к этой могиле, вот мои ощущения, мое состояние было такое, что сердце, чем близко я подходил, тем больше сердце у меня билось. И мысли были только такие, что я грешный человек, недостаточно чистый, чтобы так близко подойти к его могиле. И осознавание того, что я могу ему салам дать, и он может мне вернуть этот салам. И чем близко я подходил к могиле, у меня глаза наполнились слезами. Так как было, не могу передать. Прибыв в Мекку, паломник должен совершать семикратный обход Каабы, круги малого паломничества. Для этих кругов нет специальной молитвы, а только обращение к Аллаху. Затем паломник совершает 2 коленопреклонения в пределах великой мечети Каабы, а потом семикратный проход между холмами Сафы и Марва. Начиная с Сафы, при этом он обращается к Илбе и говорит: «Аллах велик», просит его о милости и направляется к Марве. И все это повторяется 7 раз. Совершив этот обряд, мужчина стрижет волосы, а женщина кончики волос. Так заканчивается малый хадж. Можно снимать ихрам, и все запреты, перечисленные ранее, отменяются. Паломник в Каабу входит босыми ногами и совершает предписанную молитву. Прикладываясь к черному камню, паломник обязан читать особую молитву и целует его. Целовал его и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Затем приближаются к колодцу Замзам, из которой черпают 2 мерки воды. Из одной пьют, а из другой обливаются с головы до ног. Выносить воду не разрешается. При исполнении предписанной молитвы паломник отправляется к холмам Сафы и Марвы и совершает между ними шествие неровными и беглым шагом 7 раз. По возвращению в Мекку надевает чистое облачение, ихрам, подстригивает бороду и вновь совершает шествие сперва вокруг Каабы, затем между Сафой и Марвой. Паломники отправляются к горе Арафат и остаются там до ночи. На Арафате паломники неоднократно восхваляют Аллаха, просят его о милости, обращаясь лицом к Илбе. Против места Джимири берут камни для бросания против нечистого духа. Паломники остаются на Арафате до захода солнца, а затем уходят в Муздалифу, где совершают вечернюю молитву. После нее восхваляют Господа и отправляются до восхода солнца в Мину. Утром 9 числа паломники должны быть в Мине и исполнить обряд бросания камней. Паломники бросают 7 камней размером с горох в каменный столб, что символизирует поражение дьявола. 10 числа в праздник Курбан приносится жертва на том месте, где по Корану Ибрахим хотел принести в жертву своего сына Исмаила. В жертву могут быть принесены овцы, козы, коровы и верблюды не моложе 5 лет. Затем паломники едут в Мекку, совершают круги хаджа, шествия и молитвы, отправляются в Сафу, Марву, обратно в Мекку для совершения вновь шествия вокруг Каабы.
После этого паломники возвращаются в Мину, где они проводят 11, 12, 13 числа месяца Зуль-Хиджры, называемые ночи Ташрик. Бросают камни после захода солнца на 11 и 12 день. Сначала маленький камень, затем средний, а последний, третий, это камень Акаба, такой же, как он бросал в день праздника жертвоприношения. Камень Акаба состоит из 7 камней. Паломник бросает эти камни один за другим и с каждым броском говорит «Бисмилля, Аллаху Акбар». Я одну ночь провел в Каабе, возле Каабы. Вечернюю, ночную, утреннюю молитву там совершил. Один, без друзей, без никого, один сам туда пошел. И чтобы ни с кем не разговаривать, чтобы легче было думать, фикру делать. Там много мыслей приходило в голову. Все люди одеты одинаково, хотя они разных цветов, разного роста. Кто-то слишком высокие, там, низкие, здоровые, худые, там, красивые, некрасивые, там, без рук, без ног. Там, хотя мог быть среди них министр, там, или простой водитель трактора, там. И все люди были там одинаковые перед Всевышним. Все были равны. Все просили прощения у Всевышнего. И вот до утра рядом со мной сидели тоже разных национальностей. С Индонезии, по-моему, были, и с Албании, по-моему, были. Вот. Познакомились, поговорили. В основном мы молчали, дуа делали, зикру делали. А к утру уже, так как много думаешь о всем, не о мирском только, об ахирате думаешь. И поневоле уже к утреннему намазу тоже слезы текли. Не мог себя контролировать дальше. 14 числа Зуль-Хиджа кончаются все обряды хаджа, снимается ихрам, делается омовение, и паломник получает почетное звание хаджи, то есть совершивший хадж в Мекку, сохраняется навсегда. أذكر الفضل